Здравствуйте, в эфире программа «7 дней», студия Ильшат Аминов. Я приветствую всех телезрителей канала «Новый век». Смотрите сегодня в нашей программе. Богач и бедняк. Бедной я себя не считаю. Зарплаты в Татарстане и почему в республике начинают борьбу с бедностью. Мамы особенного ребенка. Давайте в детдом, отказывайтесь, усыпляйте. Как выживают на 5500 рублей и почему столь низкое пособие. Татарский университет. Прямо сейчас можно внедрить. Каким он будет? Центром татарского языка или университетом широкого профиля? И начнем выпуск, наверное, с самого обсуждаемого вопроса этой недели. Татарстан занял 40-е место среди регионов России по уровню и распределению зарплат в 2017 году. Исследование было подготовлено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости. Почему все-таки такой неожиданный результат для региона-донора? Вопрос, который достаточно давно будоражит умы специалистов, экспертов в республике и за ее пределами. Почему промышленно и экономически развитый Татарстан, лидер по многим направлениям, в России в зарплатном рейтинге довольствуется положением крепкого середнячка? Кто впереди нас? Ведь это не только дальневосточные регионы с их надбавками, нефтегазодобывающие Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Санкт-Петербург, с финансовыми возможностями которых сравниться никто не может. Существенно выше нас, скажем, по доле высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц, например, Московская, Ленинградская области, в Приволжском федеральном округе. По этому показателю нас обошли Нижегородская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Самарская область. Обращает на себя внимание и серьезный разрыв в Татарстане между богатыми и бедными. По этому показателю мы схожи с нашими соседями. В Татарстане 1,7% работников получают зарплату свыше 100 тысяч рублей. И почти у 22% жителей зарплата менее 15 тысяч рублей в месяц. По этим результатам мы ниже среднероссийских показателей. В среднем по стране доля работников с зарплатой свыше 100 тысяч рублей составляет более 4%, а работников с зарплатой менее 15 тысяч рублей чуть более 20%. Все эти данные любопытно смотрятся на фоне другой новости. Татарстан вошел в число субъектов, где в порядке эксперимента российское правительство обкатает новую программу по борьбе с бедностью. Пилотный проект запускается в 8 российских регионах. Кроме нас, Минтруд России выбрал Кабардино-Балкарскую республику, Приморский край, Ивановскую, Липецкую, Нижегородскую, Новгородскую и Томскую области. Почему и по каким критериям в этот проект попала республика? А ряд экономических экспертов называет зарплатный рейтинг вульгарным. Тимур Бекмурзин разбирался во всех этих вопросах с экспертами. Как говорят, есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. Так вот, рейтинг зарплат, по словам серьезных экспертов, экономистов, и есть та самая статистика, которая к объективной реальности отношения не имеет. Иначе как еще объяснить, что богатый Татарстан, регион, который по показателям уровня жизни, развития экономики, всегда уверенно входит в первую пятерку субъектов федерации, по доле высоких зарплат в этом рейтинге аж на 40-м месте? Марат Сафиуллин, директор Центра перспективных экономических исследований при Академии наук Татарстана, считает, что комплексовать нам не стоит. И вот почему. 40 тысяч это в Казани и 40 тысяч в Москве. Это совершенно разные вещи, и уровень, это, и ощущения даже совершенно разные. Поэтому есть это показатели покупательской способности. В России он где-то 3. Что такое покупательская способность? Это сколько минимальных потребительских наборов можно купить на заработную плату. У нас он 3,6, 3,8 и доходил до 4. Важен не размер заработной платы, говорят экономисты, а тот набор товаров и продуктов, которые вы на нее можете купить. Это и есть один из показателей уровня и качества жизни. Уровень благосостояния людей. Нельзя забывать и о других важных индикаторах, как то соотношение городского и сельского населения, количество социальных программ, уровень безработицы и так далее. При этом сопоставлении картина совершенно другая. Татарстан, он, в общем-то, лидирует и в Приволжском федеральном округе. И вот совокупный показатель, скажем, который характеризуется как рейтинг
жизни, уровня жизни проживания на данной территории, у Татарстана один из самых высоких вообще в России. Из 10 баллов Татарстан где-то 9 баллов набирал в том году. Во-первых, в Республике Татарстан достаточно высока доля сельского населения по сравнению с другими регионами, а на селе зарплаты традиционно более низкие. Во-вторых, значительная часть зарплат платится в серую, то есть человек получает официально минимальную зарплату, а остальное получает в конверте. Теневой рынок и зарплаты в конвертах – беда всей экономики России. В этом рейтинге зарплат обращает на себя внимание довольно высокая доля низких зарплат в Татарстане – менее 15 тысяч рублей в месяц. Она, как мы уже отмечали, даже больше среднероссийского показателя. Эксперты считают, что это верный признак серого рынка труда. Впрочем, есть и другая проблема в Татарстане – наличие большого числа реально низкооплачиваемых работников, которые не подпадают под категорию малообеспеченных бедных людей. Типичный пример – семья Натальи Вазановой. Вместе с мужем и сыном они снимают небольшую квартиру в отдаленном районе Казани. Общий семейный доход на семью около 40 тысяч рублей. Наталья признается, денег хватает только на самое необходимое. Это рестораны, даже по Бауману гуляем лишний раз в кафе, чтобы зайти. Просто жалко этих денег. Я лучше на эти деньги домой мясо куплю. Но бедной я себя не считаю. Ну, вы средний класс? Ну, считаю, что средний. К среднему классу относятся только те, у кого больше 7 ОПМ, официального прожиточного минимума. Больше 7 ОПМ вы можете себе позволить раз в год съездить куда-то, иметь, соответственно, машину. Число комнат на человека или одна, или еще, кроме того, что у каждого по одной, по научной норме есть еще общая комната. Вы можете позволить себе добротную одежду, качественное питание. Может быть, у нас олигархов больше. Может, у нас разрыв в доходах в Татарстане больше, чем в других субъектах. Разрыв между сверхбогатыми и большей частью населения, получающих относительно низкие зарплаты, это действительно проблема и головная боль властей региона. В Татарстане ее решали за счет большого количества социальных программ. Как результат, официальный уровень бедности в Татарстане существенно ниже, чем в среднем по стране. Впрочем, это не помешало нашей республике войти в число пилотных регионов, в которых правительство России будет отрабатывать новые механизмы борьбы с бедностью. Все те пособия, которые мы вводили после 2005 года, они носят адресный характер. То есть в Татарстане субсидии, льготы, которые платятся из бюджета Республики Татарстан, прежде всего, исходя из принципа вашей адресности. Мы смотрим, какие у человека доходы, мы смотрим, а какой объем имущества, что у него входит вот в этот доход, и действительно ли он является бедным. Эффект относительно низких зарплат в случае с Татарстаном может приносить и другие плюсы. К примеру, дешевая рабочая сила – важный фактор для выбора республики в качестве места для размещения бизнеса. В IT-сфере этот фактор работает уже не первый год. Компании, имея возможность нанимать персонал где-то за рубежом, нанимают его все равно здесь, растут именно здесь, потому что здесь расти дешевле, банально. То есть если в цифры перевести, средняя зарплата разработчика middle уровня, среднего уровня в Татарстане, это что-то около 1000-2000 долларов, ну, разбег. Если мы говорим о Европе, там меньше 3-4 тысяч долларов нет вообще никого, даже в евро скорее. Люди общаются между собой, и они говорят, куда, в какой город поехать, посмотреть отношения Казани. В большинстве случаев очень положительно. Хотя есть города промышленные, есть зарплаты выше. Так что не стоит зацикливаться на подобных рейтингах, а лучше обратить внимание на действительно острые для экономики вопросы и темы. Конвертные зарплаты, серый рынок труда, большой разрыв между богатыми и бедными. Вот что должно волновать правительство и самих людей в первую очередь. Решим эти вопросы, тогда и о размерах зарплат поговорим более предметно. Тимур Бекмурзин и Андрей Ключников. 7 дней. Ниже минимальной заработной платы сегодня получают пособие матери особенных детей. 5500 рублей. Такова зарплата мамы, которая становится для ребенка с ограниченными возможностями целым миром. Она и медик, и педагог, и психолог. И у нее практически нет шансов. Нет, даже не найти работу, а найти возможность для работы. Сегодня в Татарстане живет 14 тысяч особенных детей.
И финансовое положение в большинстве семей печальное. Тем больнее осознавать, что именно в Международный день инвалидов состоялось далеко не праздничное событие. Нет, конечно же, все, что полагается, было. Это и ярмарки, и благотворительные акции, и бесплатные медконсультации. Но из стандартного, в общем-то, набора внимания выбилось одно мероприятие. В России прошла акция протеста под хэштегом «Поднимите пособие ЛОУ». Чтобы было понятно, ЛОУ – это значит пособие людям, обеспечивающим уход за инвалидами. Если уж быть еще точнее, мамам особенных детей. Отцов в таких семьях редко встретишь. Главное требование – поднять размер пособий по уходу за детьми-инвалидами хотя бы, внимание, до размера минимальной заработной платы. Не увеличить, а довести до МРОТ. Акция прошла более чем в 20 городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Уфа и ряде других. Давайте разбираться, что же такого могло произойти или не произойти, что родители детей-инвалидов решились на акции протеста. Мы бесконечно слышим и знаем о мерах социальной поддержки инвалидов. Пособия, льготы, средства реабилитации, санаторно-курортные путевки, льготы по ЖКХ, огромные финансовые вложения и целая государственная программа по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Хочу напомнить и слова Владимира Путина, что прозвучали ровно год назад на встрече с особенными людьми. Цитата. «Меняется отношение общества к проблеме инвалидов, становится более зрелым, гуманным и неравнодушным это отношение. Нарушение прав инвалидов, черствость к ним, вызывает справедливое осуждение и неприятие гражданами. И, конечно, представители власти на всех уровнях должны видеть за цифрами программ и планов проблемы конкретных людей, нуждающихся в поддержке». Конец цитаты. Что интересно, эти представители власти видят за цифрами и хотят ли что-то видеть? Ведь уже с февраля на рассмотрении Государственной Думы находится законопроект о повышении выплат людям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Но до сих пор рассмотреть его депутаты так и не смогли. Родители детей-инвалидов уже 5 лет так и получают зарплату пособия в 5500 рублей в месяц. У кого в этой ситуации на самом деле ограниченные возможности и почему? Эльзира Юзаева продолжит. Богдан – долгожданный ребенок в семье. Его рождение было настоящим подарком. В 1,5 года у малыша случился приступ, который в одночасье перечеркнул всю жизнь молодой семьи. Все осталось в прошлом, в настоящем только боль, одиночество и страдания. Каждая семья, на долю которой выпадает такое горе, замыкается в себе. Они не привлекают к себе внимания, они становятся для общества незаметными, но в их затерянном мире есть и мимолетные радости, которые связаны с хоть малейшими проявлениями надежды, и минуты глубокого несчастья и разочарования, когда на исходе не только душевные силы, но и материальные возможности семьи. Мы постараемся посчитать расходы этой конкретной семьи для поддержания жизни своего ребенка. По словам мамы Богдана Алины, ежемесячно на специальное питание его сына, а ест он только через зонд, уходит по меньшей мере 10 тысяч рублей. 8 тысяч – это расходы на лекарства. Те, что выделяются государством бесплатно, по мнению родителей, неэффективны. И согласитесь, что ей, матери, знать лучше. Еще 7 тысяч рублей уходит на расходные материалы, на памперсы, салфетки. В итоге получилось 25 тысяч рублей. Это сумма жизненно необходимых, но минимальных расходов на месяц только на одного больного ребенка в семье. Это еще без учета одежды и реабилитации, сумма которой в платных клиниках начинается от 50 тысяч рублей. Сюда мы еще не включили стоимость услуг ЖКХ. Это еще плюс 7 тысяч рублей в месяц. Льгота 50% есть, но только на Богдана. Еще расходы на транспорт. Но ведь и родителям нужно на что-то жить, на что-то выживать. Пенсия ребенка по инвалидности составляет чуть больше 12 тысяч рублей. Пособие матери по уходу за больным ребенком – 5500 рублей. А теперь сравним расходы и доходы. Цифры несопоставимые. 25 тысяч рублей – минимальные расходы на ребенка, 17 500 рублей – это совокупный доход семьи, куда вошла уже пенсия Богдана, которую, по сути, считать вообще некорректно. Как может прожить семья с больным ребенком на руках вот при таком раскладе? Если официальное пособие матери 5500 рублей,
то есть ее официальная зарплата, ниже стоимости минимального набора средств существования, то есть ниже прожиточного минимума, ниже законодательно установленной минимальной оплаты труда. Нищета. Мы, можно сказать, на самом нижнем уровне, потому что за эти деньги никак не прожить. 5-й год подряд во многих регионах России, в том числе и в Татарстане, родители выходят на улицу с призывом поднять пособие по уходу за больными детьми. В прошлом году администрация города разрешила провести митинг в поселке Дербышки. Это, как мы знаем, практически пригород столицы. В этом году выделили место вот здесь, в парке Тинчурина. Как мы видим, тоже место немноголюдное. Из заявленных 150 человек на митинг смогли прийти только человек 30, не больше. И все потому, что этим людям зачастую просто не с кем оставить своих детей. Впервые незаметные люди из затерянного мира вышли вот так на улицы более чем в 20 городах по всей стране. Петиция к президенту России Владимиру Путину собрала почти 1 миллион подписей. Это видеокадры от Калининграда до Красноярска, где прошли митинги с требованием повысить пособие по уходу за детьми. Обреченные на ежедневные проблемы, женщины с колясками в руках, куда вместо детей были посажены большие плюшевые игрушки, просят отнюдь не милостыню, а довести пособие родителей хотя бы до размера минимальной оплаты труда. То, что, по их мнению, положено каждому россиянину по закону, то, что гарантируется в Конституции. Обычные люди, у которых здоровые дети, они даже боятся больше одного ребенка заводить, потому что это такие материальные проблемы, это так сложно. А у детей, у которых есть дети-инвалиды, у них зачастую 2 ребенка, 3 ребенка. Их тоже надо поднимать, они тоже требуют материальных положений. Я мать-одиночка, то есть это хорошо, когда в семье есть еще один родитель, работает муж, да, то есть какая-то поддержка. Я вот одна воспитываю ребенка, это инвалид с рождения. На пенсию невозможно поднять ребенка, у меня с ДЦП. На 12 тысяч пенсии невозможно на месяц хотя бы даже курс ЛФК пройти. А в реабилитационные центры государственные стоит сейчас очередь по 9 месяцев, а то и на 2 раза в год. В Татарстане также пишут письма во все инстанции. В Татарстане также собирают подписи. Свыше 700 человек уже подписались под обращением к президенту республики. Семей же, которые находятся в подобном плачевном положении, намного больше. Свыше 14 тысяч детей с ограниченными возможностями живут в республике, и большинство родителей получают единственную зарплату – 5500 рублей в месяц. Есть регионы, где федеральным пособием ежемесячно добавляют региональные выплаты. Лицам, осуществляющим уход, доплачивают из регионального бюджета специально принятым постановлением. Более того, по решению самого же региона ежегодно эта сумма индексируется, то есть увеличивается в зависимости от размера инфляции. Самая большая региональная надбавка существует в Санкт-Петербурге – 14 тысяч рублей. Родители эту сумму получают дополнительно к пособию в 5500 рублей. В Москве – 12 тысяч рублей, в Нижегородской области – 7500 рублей, в Ленинградской области – 5500 рублей, в Республике Коми – 3000 рублей. В Татарстане такой ежемесячной региональной надбавки не предусмотрено. Очень обидно доказывать то, что действительно на эти деньги невозможно прожить. Вот. И родители вынуждены брать один кредит за другим, привлекать всех своих родственников. Все, что нам положено, нам приходится выпрашивать. Все, что нам и так обязаны дать, по идее, по закону, потому что мы выбрали же это государство, вы нам обещали все это. Если говорить с точки зрения законодательства, то, конечно же, это полномочия субъектов Российской Федерации. По мнению депутата Государственной Думы Айрата Фарахова, вопрос увеличения пособий по уходу за людьми с ограниченными возможностями – это вопрос, который должны были решать регионы самостоятельно, так как эти пособия в России были введены не отдельным федеральным законом, а указом президента в 2013 году. То есть, проще говоря, такого закона о подобных пособиях вообще в России нет. И для того, чтобы проводить их индексацию, нужно вначале принять сам закон. Я знаю о том, что Министерство финансов дважды изыскивало различные варианты этих решения вопроса, но вместе с тем курирующий вице-премьер их возвращал, потому что уровень индексации был недостаточным. И я в целом уверен и думаю, что если не в течение следующего года, то в рассмотрении следующего бюджета будет рассмотрен вопрос индексации. Еще в апреле этого года Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей выходил с предложением рассмотреть проект федерального закона, где предлагалось установить неработающим родителям детей-инвалидов ежемесячную выплату в размере 12 тысяч рублей с последующей индексацией. Однако депутаты в течение года неоднократно переносили рассмотрение. Так, 27 сентября из 102 вопросов законопроект о пособиях был 98-м по счету в повестке.
Алина Богданова и мама, и сиделка, и врач, и медсестра, и психолог, и реабилитолог. Так уж сложилась ее судьба. Ждет, что профессию мамы, особенного ребенка, государство все-таки признает и поддержит. Нам говорят, что давайте в детдом, отказывайтесь, усыпляйте вот эти другие родители здоровых детей, когда видят нас. Но мы этого не сможем делать. Какой родитель может кровиночку свою усыпить? Какой родитель может свою кровиночку отдать? Мы за них боремся, и все. По-другому никак. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Очередные расходы ждут нас и в связи с приходом цифрового телевидения. Полномасштабное отключение аналогового вещания в России начнется с 2019 года. В Татарстане это произойдет в июне. Проблем с переходом на цифру предостаточно, и ряд из них пока не решен. Так жители в любом уголке Татарстана теперь могут смотреть 20 цифровых телеканалов первого и второго эфирного мультиплекса бесплатно. Но для этого нужен телевизор с соответствующим тюнером. А многие телевизоры, выпущенные до 2012 года, как правило, не поддерживают цифру. И именно такие телевизоры стоят в большинстве сельских домов и квартирах семей с невысоким доходом. Еще один вопрос, не менее важный. Какая судьба уготована городским и районным телекомпаниям? Ведь они не попали ни в первый, ни во второй мультиплекс. Неужели произойдет ТВ-коллапс? Примерно вот так. Пока нет, коллапса не ожидается. Для регионального и местного телевидения аналоговый сигнал отключать не будут. Соответствующие лицензии будут продлены. Но что дальше? Будет ли создан региональный цифровой мультиплекс? Проще говоря, пакет каналов, который будет учитывать интересы зрителей субъектов. И в конце концов, есть ли доступные по цене приставки к телевизорам для приема эфирного цифрового сигнала, о которых говорят чиновники? Сергей Темляков подробнее. В связи с выходом на пенсию, около телевизора стали сидеть, конечно, больше. Семейная чета Макаровых из села Габишево, как обычно, утром у телевизора. О том, что будет переход на цифровое вещание, говорит Юрий, узнали от главы сельского поселения. Он зашел в гости, чтобы разъяснить ситуацию. Цифра – это 20 бесплатных федеральных каналов. 10 каналов из первого мультиплекса запустили еще 6 лет назад. Еще 10 – это второй мультиплекс. По всей территории Татарстана начал транслироваться с четверга. Кроме федеральных каналов, конечно, я бы хотела смотреть свои каналы местные. В 2019-м будет 3 волны перехода на цифру. 11 февраля 7 субъектов страны, 15 апреля 20. Всех остальных цифровизация коснется в июне, в том числе и Татарстан. В селе Габишево проживает 3500 человек. Здесь 30 многоквартирных домов и свыше 500 в частном секторе. На примере лишь одного села можно увидеть, как готовятся к цифровой революции. Здесь возрождают сети коллективного телеприема. При капитальном ремонте домов мы устанавливаем уже сразу общедециметровую антенну, общедомовую, которая будет уже по всем квартирам распространять цифровое вещание. Все помнят, как в домах по всей стране срезались коллективные антенны, когда пришло кабельное телевидение. Сегодня должно быть право выбора между платным кабельным оператором и бесплатным эфирным телевидением. Как определить, какая картинка на вашем телевизоре, аналоговая или цифровая? Сделать это достаточно просто. Нужно просто посмотреть в правый верхний угол. Если рядом с логотипом стоит буква А, у вас аналоговое вещание. Перейти на цифру можно 2 способами. Если телевизор куплен с 2012 года, достаточно взять пульт, зайти в меню и перенастроить программы. Если телевизор куплен до 2012 года, нужно будет приобрести приставку. Как нам сообщил министр связи Татарстана, самый бюджетный вариант обойдется порядка 800 рублей. Почта уже задействована. Единственное, мы просим почту усилить ассортимент. Вот, например, такие недорогие приставки, которые подходят ко всем типам телевизоров, даже к лампам. Вот вы видите здесь и HDMI-овых, и аналоговых, пульт, который позволяет управлять. Мы решили изучить ассортимент необходимого оборудования для цифры. Выбрали наугад 3 почтовых отделения. Бюджетных приставок пока там нет. Завезли ли вам приставки для перехода с аналогового телевидения на цифровое? Есть они в наличии? А планируется? Что-то у вас есть? Я не знаю, проедем другой ОПС. Цифра, правда, так и не дойдет до 800 тысяч человек в России. В Татарстане прием цифрового вещания будет затруднен в 157 населенных пунктах. Там проживает около 24 тысяч человек. Чтобы все имели одинаковые возможности бесплатно смотреть 2 мультиплекса, на помощь придут операторы спутникового телевидения. Конструкция построена на основе компенсации затрат, произведенных конкретным домохозяйством.
из расчета 4900 на приобретение комплекта спутникового оборудования и не более 2400 рублей на выполнение монтажных работ. Приняли постановление правительства о том, чтобы малоимущим поддержать, значит, это порядка чуть больше 800 тысяч человек, которым по приставкам, по покупке определили компенсацию за счет бюджета Республики Татарстан. Один из самых острых вопросов на совещании был посвящен региональному телевидению. Городские и районные телекомпании не вошли ни в первый, ни во второй мультиплекс. Региональное телевидение будет оставаться в аналоге до тех пор, пока у него будет желание и возможности в этот аналог оплачивать и в этом аналоге транслироваться. Цифровое эфирное телевидение было призвано уменьшить информационное неравенство, но, к сожалению, оно порождает экономическое неравенство, когда за просмотр телеканала на родном языке зритель должен платить. Регионы столкнулись с огромной проблемой. Не остается каналов коммуникации между властью и населением. Местная информация нужна людям, она востребована. Не могут федеральные каналы, та самая двадцатка, удовлетворить потребность. Заставить чиновников поставить фонарь на улице или отремонтировать крышу школы. Сегодня восстанавливают дома, ставят антенны без нас. Аналоговое телевидение будет, смотреть его возможности не будет в домах коллективного приема. Конечно, нужно корректировать программу. Ильшат Аминов также обратил внимание на то, что у городских и районных телекомпаний есть насущная потребность – это 22-я позиция в кабельных сетях. Который позволит, не побоюсь этого слова, ограничить, говоря открытым текстом, кабельных операторах в их, так сказать, хотелках, которые либо требуют огромные деньги за вещание в кабеле, либо пытаются отправить районные и городские каналы за 500-ю кнопку, где их очень трудно найти. 22-я позиция в кабельных сетях – это, по нашему мнению, это вопрос выживания районного и городского телевидения по всей России. Но вернемся к цифровому мультиплексу. В Татарстане все готово для запуска 3-го и 4-го мультиплексов в HD-качестве. Туда как раз и могли бы войти городские и районные телеканалы. Ильшат Аминов призвал окончательно узаконить вещание региональных асинхронных цифровых мультиплексов, провести конкурсы на выдачу вещательных лицензий и открыть новую эру в развитии регионального телевидения в России. Услышит ли предложение федеральный центр? Сергей Темляков, Роман Безменов. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Татарский университет. Прямо сейчас можно внедрить. Каким он будет? Центром татарского языка или университетом широкого профиля? А сейчас нашу программу продолжит рубрика «Хэштег 007» о самых интересных событиях в интернете. И я передаю слово своей коллеге Светлане Спириной. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Ильшат. Приветствую всех зрителей программы. Итак, в интернете на этой неделе наибольший интерес вызвали события спортивного мира и шпионские страсти. Итак, обо всем по порядку. Алина Загитова стала лучшей спортсменкой года, а Татарстан – победителем национальной спортивной премии 2018. Награждение состоялось на этой неделе в Москве. Конечно, результаты можно смело связывать с двумя важнейшими спортивными событиями. Это Олимпийские игры в Пхенчхане и чемпионат мира по футболу в России. Еще одна новость из околоспортивного или даже спортивного мира. За 4 секунды стал миллионером болельщик хоккейного клуба «Акбарс». Это произошло во время матча с «Локомотивом». Броском от линии ворот нужно было попасть шайбой в проем в специальном щите, который закрывал противоположные ворота. Конкурс шел больше месяца, но забить шайбу так никому из болельщиков не удавалось. А вот Ильяс Хасаншин смог это сделать. Он болеет за «Акбарс» с 1998 года. Меньше чем за сутки миллионер прославился и на всю страну. Самый меткий человек в Казани получил не только 1 000 000 рублей, но и новую работу. Теперь его назначили личным тренером Федора Смолова по пенальти. Тимур Серазиев, в прошлом казанский журналист, а вот ныне шеф-бюро Первого канала в Лондоне, оказался в центре скандала. Он вместе со съемочной группой снимал репортаж возле 77-й армейской бригады в графстве Беркшир. На следующий день в эфире российского телеканала вышел сюжет о британской фабрике троллей под Лондоном. Минобороны Великобритании разослала по всем военным базам страны предупреждение высшего уровня безопасности о том, что при встрече с российским журналистом, военнослужащим,
Следует сразу же вызвать полицию, не приближаться к нему и не вступать в контакт ни в каком случае. И в продолжении темы, но уже с агентами ЦРУ и Николаем Лимаевым. На неделе вышел тизер-трейлер новой российской драмы «Лимаев. Человек воли». Тизер этот собрал уже более 1 миллиона просмотров. Итак, 60-е годы прошлого столетия, разгар холодной войны, агенты ЦРУ получают секретную информацию о строительстве стратегически важного для СССР химического завода. Политические игры двух сверхдержав приводят к тому, что проект был поручен Николаю Лимаеву, человеку, никому тогда неизвестному. Николай Васильевич, мы вас заждались. Нам бы тут завод построить. Да хоть целый город. Ожидается, по крайней мере, так говорят, что эта картина действительная, и она выйдет в прокат в 2019 году. И напомню, что аэропорт Бегишево будет носить имя Николая Лимаева. Официальные итоги голосования в рамках проекта «Великие имена России» были объявлены на этой неделе. Лишь в связи с этим традиционный вопрос в завершении нашей рубрики. Как вы думаете, где находится аэропорт имени Петра Великого? По логике, это Санкт-Петербург. Отличная логика, мужская логика. На самом деле он находится в Воронеже, а вот в Санкт-Петербурге состоится второй тур голосования, хотя Петр Великий там и лидировал. Вот в связи с этим, на ваш взгляд, не внесет ли это все путаницу в голову как туристов, так и самих россиян, эти названия аэропортов, или наоборот заставит нас увлекаться и изучать историю государства российского? Вы знаете, теперь это уже зависит от вас. Если аэропорты получили имена великих людей, они должны этим именам соответствовать. Если турист приезжает к нам в Казань, в аэропорт имени Габдуллы Тукая, он должен прямо с трапа понимать, кто такой Габдулла Тукай, какой это великий поэт и общественный деятель. И это должно быть ему предоставлено в любых вариантах, интерактивных, выставочных или каких-то еще. Вот об этом мы рассказывали, об аэропорте Платов недавно только в нашей программе. Благодарю вас за ответ, благодарю всех зрителей и передаю вам слово. Нашу программу продолжит традиционный обзор недели. Президент Татарстана с двухдневным рабочим визитом посетил Финляндию, где встретился с представителями финских деловых кругов, принял участие во всемирно известной конференции стартапов, посетил музей современного искусства, центральную библиотеку Хельсинки и встретился с местной татарской общиной. Состоялась двухсторонняя встреча Рустама Минниханова с президентом Финляндии Саули Ниинисте. В Казани Рустам Минниханов провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата WorldSkills. Для Республики Татарстан это стратегический проект, заявил президент. Подготовка к нему вступила в активную стадию, и все мы понимаем, насколько важно делать все своевременно и качественно. Напомню, мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа следующего года. В четверг Рустам Минниханов поздравил Российский исламский институт с 20-летним юбилеем. Это первое высшее учебное мусульманское учреждение в России. А в этот же день в Набережных Челнах президент поздравил с 30-летием всемирно известную гоночную команду «КамАЗ-Мастер». В своем выступлении Рустам Минниханов зачитал поздравительную телеграмму от имени президента России. Глава государства, в частности, отметил большой вклад команды «КамАЗ-Мастер» в укрепление позиций российского автопрома на национальном и глобальном рынках. На этой неделе Казань посетил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он принял участие в заседании межправительственной комиссии России и Чехии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Рустам Минниханов также провел встречу с министром промышленности и торговли Чехии Мартой Новаковой. Президент отметил, у бизнеса есть высокий интерес к сотрудничеству, совместным проектам. Главное политическое событие на этой неделе состоялось в Москве. В субботу Рустам Минниханов принял участие в совместном заседании Высшего и Генерального Совета Всероссийской политической партии «Единая Россия». Много оппозиции, много партий, которые работают как бы не в унисон или со своей программой. Мы сказали, что мы, будучи партией парламентского большинства, а Дмитрий Анатольевич сказал, большинства народа нашей республики в своем докладе, если вы обратили внимание, мы открыты для дискуссий, для диалога и с политическими оппонентами. Чем живут национальные школы? Какие существуют проблемы в преподавании родного татарского языка в русскоязычных школах? Насколько серьезны опасения постепенного исчезновения татарской науки и татарского языка? Эти непростые вопросы вновь звучали на этой неделе в стенах Госсовета на заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.
Круглый стол на тему возможности изучения татарского языка в новых условиях на сей раз собрал практически всех заинтересованных лиц. Учителя и родители, депутаты, представители органов власти, курирующего министерства и общественных организаций. Диалог получился весьма конструктивным. По крайней мере, участники круглого стола сошлись в одном мнении. В решении языкового вопроса есть две главные составляющие. Один из них связан с решением повседневных проблем. То, что нужно делать здесь и сейчас. То есть это и внедрение новых методов обучения в школах, выпуск новых учебников, подготовка педагогических кадров. Но существует и глобальная задача. Татары не имеют собственного университета, который мог бы стать базой для дальнейшего развития национальной культуры и вхождения татар в мировое культурное пространство. Сама идея создания такого вуза отнюдь не нова. О ней говорил и президент Татарстана Рустам Минниханов в своем ежегодном послании. Но вот реализация этой задачи, как оказалось, процесс весьма сложный, так как до сих пор не существует единого мнения, каким должен быть национальный университет. Центром развития только лишь татарского языка или же университетом широкого профиля с подготовкой национальной элиты. Это началось отнюдь не вчера. Еще в начале 90-х годов, в самый активный период национального возрождения, впервые заговорили о создании Татарского национального университета, который должен был стать своеобразным маяком для татарского народа, возродить и поднять уровень татарского языка до языка науки, культуры и политики. Тогда сама идея такого университета охватила всю творческую и научную интеллигенцию. В каждом крупном городе собирали подписи в поддержку создания национальной высшей школы. В Нижнекамске тогда только за одну неделю подписались свыше 11 тысяч человек. Бывший народный депутат Верховного Совета Татарстана Фандас Сафиуллин до сих пор у себя дома хранит эту большую красную амбарную тетрадь, как свидетельство тех исторических событий. Язык можно считать сохраненным, если он становится языком науки, высокой культуры и закона управления государством. Законопроект о создании первого национального университета депутатами Верховного Совета был принят в июле 1994 года. Однако его строительство затягивалось, время шло, разговоры постепенно угасали. В итоге проект был реализован, но отнюдь не стал воплощением народной идеи. В здании бывшего детского сада под проектом национального университета открыли Татарский гуманитарный институт. В начале 2000-х годов в Казани открыли Татарский гуманитарный институт. Целью этого института как раз и было формирование национальных кадров. Вуз был традиционным, с татарским языком обучения, но гуманитарной направленности. То есть там обучали будущих педагогов и воспитателей для национальных школ. Вот как раз из-за низкой востребованности и низкой популярности среди абитуриентов его ликвидировали спустя 5 лет. То есть национальное учебное заведение смогло просуществовать только 5 лет. Сегодня от него осталось только одно. Это название остановки – Гуманитарный институт на улице Ибрагимова, там, где как раз он и находился. Каким же должен быть национальный университет в полном смысле этого слова? Вопрос, на который в республике не могут ответить до сих пор. Как высшую школу не превратить в среднестатистическое педагогическое учебное заведение? Тем более, что неудачный опыт в Татарстане уж точно есть. Он должен стать центром развития татарского языка, то есть быть сугубо гуманитарным, готовить только учителей татарского языка и литературы, или же формировать национальные кадры для всей научной сферы, то есть обучать специалистов по всем направлениям – биологов, химиков, физиков, технологов, специалистов, которые могли бы работать на 2 государственных языках. Казалось бы, цель определена. Президент Татарстана во время послания озвучил задачу создать в республике высшую национальную школу. А вот сам путь к этой цели пока выглядит весьма расплывчато и туманно. По словам экспертов, в области национального образования времени на долгие споры и бурные дискуссии, как это было в начале 90-х, уже нет. Для формирования будущей национальной элиты нужен не гуманитарный вуз, такие уже есть в республике, а университет широкого профиля с математической, технической и информационной подготовкой. Основная часть выпускников нового вуза в лучшем случае появится лет через 10, тогда как двуязычные кадры нужны уже сейчас, в том числе и в национальные школы. Безне хәзер татар мәктәбенең нинди моделен төзесәк тә, анда эшләргә кеше юк. Һәм булмаячак. Уже 4 ел әзерләнми укытучылар. По словам Марата Лутфуллина, через 15 лет татарские школы перестанут существовать из-за нехватки учителей, преподающих на татарском языке. Для поддержания системы образования сейчас планируется выпускать 75 специалистов в год.
а надо их не меньше 700. Профессиональная подготовка учителей в Татарстане, преподающих не татарский язык и литературу, а такие предметы, как химия, биология, физика, практически уже не ведется. Татарские отделения закрылись в Казанском технологическом университете, а также в других крупных вузах республики. Эта система, она жизнеспособная. То есть я сам в ней участвовал как декан, набирал ребят для обучения в двуязычных группах. Группы из года в год в течение 5-6 лет были лучшими на курсе. Это не из-за того, что там вот татары умнее, это совершенно совсем не так. Просто был уже более жесткий подход к отбору, более жесткий отбор к обучению, к комплектованию групп. Ну, может быть, в каком-то плане менталитет людей сказался, они были более такие старательные, вот так вот. По словам Исмагила Хуснуддинова, в Татарстане уже сейчас есть все возможности для создания своего национального университета. Аккредитация, создание материально-технической базы, строительство новых зданий, комплексов, кампусов для нового вуза потребует много сил, денег и времени. Университет должен быть и будет, но действия нужны уже сейчас. На начальном этапе проект открытого национального университета можно воплотить с минимальными затратами и максимальной отдачей. И не нужно изобретать велосипед. Можно возродить или создать татарские отделения во всех крупных вузах, как это было еще пару лет тому назад. Если раньше педагоги работали исключительно на энтузиазме, то теперь нужно создать максимально благоприятные условия. Жесткий отбор при приеме, чтобы в татарских группах учились только лучше, повышенная стипендия у студентов, будущих двуязычных специалистов и денежная надбавка учителям, работающим в билингвальной среде. Можно сказать, здесь и сейчас, да? Вот прямо сейчас можно внедрять. Вот, грубо говоря, если такое решение будет принято, да, то можно вот пройти пешком до КФУ, можно пешком пройти до КАИ, можно пешком пройти до КХТ и начать эти переговоры. И я вам гарантирую, что они закончатся успехом. Ул иң реаль проект һәм бөтен көч республиканыкы аңа юнәлтелгән булырга тиеш. Бу кешеләр бит үзләренә эш таба алмаячак диләр. Бу кешеләр ике телле, аларның квалификацияләре киңрәк. Әгәр дә теләүче булмаганда алар рус телендә дә эшли алалар. Вот рус телендә генә хәзерләнгән укытучылар алар куркынычрак, чөнки алар рус телендә генә эшли алалар. По мнению экспертов, такие национальные кадры будут востребованы на рынке труда. Куда бы они ни пошли работать, в школу, на производство или же в научную сферу. Они будут владеть своей профессией со знанием как минимум 2 государственных языков. Это станет и своеобразным стимулом для родителей-школьников, которые увидят преимущество полилингвального образования на деле. Тем более, что в ближайшей перспективе открытие и 3-язычных школ в комплексе с детскими садами. Тогда и сложатся все пазлы в системе национального образования. Ильзира Юзаева и Андрей Мохов. 7 дней. А сейчас о несомненно ярком и долгожданном культурном событии года в Татарстане. В Пирамиде состоялась церемония награждения 6-й национальной музыкальной премии «Болгар Радиусе». От других музыкальных премий она отличается тем, что награды вручают здесь не только исполнителям хитов, но и тем, без кого не состоялась бы полюбившаяся песня, авторам текстов и композиторов. Заветные статуэтки «Алтын Йылдыз» в этом году были вручены 33 номинантам. Отдельной премии удостоились легендарные исполнители и личности, которые внесли неоценимый вклад в развитие татарской песенной культуры. «Болгар Радиусе» Милли Музыкаль премия вручается вот уже 6-й год подряд. И каждый раз ее организаторы готовят что-то новое, яркое и грандиозное. Не исключением стала и нынешняя церемония. Все подробности в репортаже наших корреспондентов. Если театр начинается с вешалки, то Милли Музыкаль премия начинается вот с этой арки желаний. Как утверждают устроители церемонии, если встать под этой аркой и загадать желание, то оно обязательно сбудется. А еще эта арка – вход в самый чудесный мир, мир музыки, где прекрасные ангелы, облаченные в золотые одеяния, охраняют самое дорогое – волшебный цветок с 9 лепестками. Концепция основной вообще всего мероприятия можно описать одним словом, красивым, татарским словом «ман». Оно, к сожалению, не переводится и не имеет прямого перевода на русский язык, поэтому мы решили его визуализировать через различные приемы. Состояние, которое дает ман, это именно ощущение полета, ощущение легкости. И ничто так не дает такое же ощущение, это крылья. Поэтому основной концепцией было выбрано крылья, которые люди одевают на себя, слушая песню, вдохновляясь, вспоминая песни, которые
пели им родители в детстве. Маленькую копию цветка вот уже 6-й год подряд в Казани вручают победителям национальной музыкальной премии «Болгар Радиосы». И каждый год поклонники татарской эстрады ждут объявления имен победителей с большим нетерпением. Мы не только пришли, мы с друзьями из Ульяновска гостей пригласили, чтобы посмотреть. Здесь из Казани пара, мы 3 пары пришли сюда в гости, я их пригласил всех. Сейчас татарская эстрада, конечно, очень много себе взяла и очень хорошо выглядит, и хорошо их приятно слушать. Вообще молодцы ребята, и девчата тоже. Молодежь вообще прекрасно старается. Я рада, знаете, тем, что они не забывают наш язык татарский. Национальная музыкальная премия «Болгар Радиосы» несомненно одно из самых значимых культурных событий Татарстана. Обладателем заветной статуэтки становится тот исполнитель, чья песня оказалась самой востребованной на «Болгар Радиосы». Имена 33 лауреатов были определены голосованием зрителей в проекте «Кайнар-хит» на телеканале ТНВ. В течение месяца люди голосуют за твою песню. И поэтому мне самое главное – это любовь народа. Церемония награждения стала по-настоящему зрелищным и грандиозным шоу. Перед Аделем Шагиевым, главным хореографом мероприятия, стояла задача языком танца рассказать каждую песню, что в этот вечер звучало со сцены. У Гульдении Хайруллиной золотая статуэтка уже 3-я в ее карьере. Как говорит исполнительница, еще несколько лет назад она с недоверием относилась к участию в музыкальных хит-парадах. Все изменилось после 1-го награждения национальной музыкальной премии. Эта премия дает стимул дальше работать, еще больше стараешься, еще лучше песни ищешь. Народный, семейный, романтичный, лиричный и креативный. Все это название 6 номинаций лучших дуэтов года. Народную любовь по итогам голосования снискали Зинира и Резат Рамазановы. Статуэтка «Алтын Йолдыз» в их копилке уже 4-я. Как признаются супруги, их песня-победитель под названием «Хаянет» или «Измена» вызвала живой интерес у слушателей уже после 1-го эфира. Например, у меня в деревне, я с Абинского района, деревня Ланилга, там такой слух пошел, как услышали на Болгар Радиосы эту песню, что они изменили, что ли, друг другу. Вот. Между ними измена, кто интересно друг друга меняет. Клип увидели по ТНВ, ах, все-таки там по клипу там мужик изменяет, ах, все-таки Резат, оказывается, изменил. Я говорю, на концерте спрашивают народ, я говорю, никто никому не изменял. Музыкальная премия «Болгар Радиосы» отличается тем, что победителями становятся не только исполнители, но и те, без кого эта песня бы просто не состоялась. Продюсеры, поэты и композиторы. Награды удостаиваются и педагоги. В этом году легендой татарской эстрады, а это самая престижная номинация, по праву была признана народная артистка Татарстана Флёра Сулейманова. Полную телевизионную версию церемонии награждения национальной музыкальной премии можно будет увидеть на телеканале «Новый век». Елена Горбунчик, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней. А теперь о, казалось бы, совсем далеких от нас тревогах и волнениях. На этой неделе регион, который в России называют Заполярьем, погрузился во тьму. Что это такое, знают хорошо, например, жители Мурманска. Этот город сегодня выглядит примерно вот так. В любое время суток. Солнце жители Мурманска увидят теперь только с 11 на 12 января. То есть 40 дней в году этот город не видит солнечного света. И, конечно же, не он один. Вот он, полярный круг на карте страны. Все, кто живут выше этой линии, испытывают те же трудности. Это и жители Карелии, Мурманской области, Архангельской области, Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Красноярского края, Якутии и Чукотки. Даже мы с вами здесь, в нашей средней полосе, чувствуем себя не очень-то комфортно от сокращения светового дня. Представьте, каково жителям Заполярья. Сказать, что это негативно сказывается на здоровье людей, ничего не сказать. Зачем я вам все это рассказываю? Какое это имеет к нам отношение? Ответ – никакого. Нам с вами, простите за каламбур, до лампочки. А вот студентам, которые учатся в Казанском архитектурно-строительном университете, не все равно. И они думают над тем, как обеспечить жителей Заполярья солнечным светом в любое время года. Посмотрите вот на это устройство. Это пришло в голову студентке архитектурного университета. Система доставки света с орбиты Земли жителям такого города, как Мурманск. Ну, например, предвижу следующий ваш вопрос.
А при чем тут вообще архитектура? И вот это вопрос как раз ключевой. Для ответа на него мы провели несколько дней вот в этом месте. Это архитектурно-строительное пространство Buffett Space при университете. Было открыто 2 года назад. Если вы хотите знать, чем живет и дышит современная архитектура и современная молодежь, вам сюда. Совет. Не спешите с выводами, не спешите крутить пальцем у виска. Давайте попытаемся понять то, что нам предстоит увидеть. С орбиты нынешней архитектурной мысли передает Михаил Любимов. Что предпочесть, мудрость безумия или тупость здравого смысла? Мигель Сервантес. Ученые говорят, что мозг современного человека испытывает определенные трудности, когда речь заходит о внимательности, воображении и глубоком нестандартном мышлении. Нам не стоит никакого труда высказывать суждение или, скорее, осуждение самых смелых идей, но способны ли мы при этом их оценить, понять? Способны ли мы выйти из роли пассивного слушателя и произнести нечто оригинальное, если вдруг к нам развернется дирижер? Ответ – да. Вот только нам будет нужен хороший дирижер, который заставит нас немного подумать. Знаете, я очень часто замечаю простые вещи. Как светит солнце, как капает дождь. Представьте, вода капает с неба. Это же так замечательно. Солнечного света много, очень много. Но почему мы так часто забываем об этом? Все очень гармонично в лесу. Мы можем учиться у природы и взять один очень важный принцип. Свет формирует всю архитектуру леса, формируя его красивый ландшафт. Настя Маслова, студентка 5-го курса архитектурно-строительного университета, победительница недавно завершившегося в Амстердаме международного студенческого конкурса, посвященного дневному и естественному свету в архитектуре. На взгляд обывателя в ее проекте нет никакого нового знания, и пользы от него тоже никакой. Во-первых, он совсем не о нас с вами, жителях Республики Татарстан. Он о человечестве в целом. Юный архитектор говорит нам, что здания конической или пирамидальной форм хороши для регионов с холодным климатом, поскольку такие здания не отбрасывают тени. И наоборот, обратный, то бишь перевернутый конус, хорош там, где жарко. В его тени можно найти спасение. Данная форма, раскрываясь вверх, обеспечивает большое внутреннее пространство естественным светом, а также отбрасывает большую тень на землю, обеспечивая людей чувствовать себя хорошо в тени, когда тень так необходима для жаркого климата. Все эти, говоря простым языком, отверстия, что мы видим там, под сводами зданий, это размышления на тему того, как еще, с какой еще пользой можно использовать дневной свет и внутри помещений. Вот это, например, траншеи с водой, там наверху, открытые лучам солнца, способные создавать волшебную игру солнечных бликов. Это просто фрагмент улицы. Улицы, защищающей нас от солнца и поражающей своей пышной растительностью. Но Настя идет еще дальше. Представьте иной масштаб, что я более маленького роста, а данные сооружения, они намного больше. В данной концепции я хотела бы сказать, что мы можем массивную архитектуру переместить на верхние уровни, а землю освободить для человека и для зеленых растений. Ну и что, скажете вы? Кому все это нужно? Где здесь удовлетворение наших все новых и новых желаний? Знакомьтесь, это архитектурно-образовательное пространство Buffett Space при КГАСУ. Здесь обитают наши герои. Здесь царит дух авантюризма. Если и есть в Казани место, заставляющее, что называется, включать мозг, то оно здесь. Компьютеры используются редко. Все, что мы здесь видим, сделано руками, от скрупулезных детальных рисунков до макетов городов будущего. Наверное, не только для того, чтобы обеспечить будущих строителей какими-то мыслями. Может быть, это просто то, что, как вам кажется, к чему мы придем все в конце концов? Ну, с одной стороны, да, то есть это то, к чему мы должны, конечно, стремиться, а с другой стороны, это часть методики обучения архитектора, поэтому, как и в любой высшей школе, то есть нельзя только решать такие
сиюминутные проектные задачи. То есть, да, мы должны научить, то есть мыслить, и, соответственно, для этого необходимо решать задачи более сложные, более... Конечно, большинство из нас просто покрутит у виска и поинтересуется, почему этим людям до сих пор не вызвали санитаров. Архитектура в нашем представлении – это некая полезная, в первую очередь, деятельность, связанная со строительством зданий. Ну, что сказать. Современный архитектор-мечтатель, и он не мыслит категориями выгод и отдач. Развитие – это не то же самое, что рост. Совсем не то же самое. Вот перед нами проект, который не похож ни на что, что нам с вами доводилось видеть раньше. А это значит, что он далек от воплощения. Ведь все новое обычно воспринимается с трудом, более того, оно обычно просто отрицается. Вот как этот проект могут воспринять, скажем, власти и горожане? Ну вот власти, например. Скажите, а вот это что у вас? Это дерево или бетон? А вот это что за покрытие? Это асфальт или это плитка? А во сколько это все обойдется? Вы заметили, что проект сразу начинает расчленяться на несколько технических задач. То есть вам сразу задают вопрос, как и чем вы все это будете строить. То есть для властей это такая большая техническая головоломка. Что скажут граждане? А вы что, и правда верите, что все это сбудется? И во сколько это все обойдется? Может, вам лучше делом уже заняться? Вы слышали вот это слово «сбудется»? То есть как бы само себя сбудет. Вас объявляют безнадежным мечтателем, поскольку вы не способны ответить на вопрос, когда все это сбудется. И заметьте, и власти, и горожане все пассивны, все потребители. Властям нужны квадратные метры, людям нужны парковки. А это значит, что этот проект вряд ли воплотится в жизнь. А что нужно студентам? Мы должны улавливать еще только намечающиеся тренды и использовать все свое воображение, чтобы воплощать их. Мы говорили, что придется подумать. Аня Борисова, студентка 4-го курса, как раз из того нового поколения архитекторов с мышлением без границ и тонким обонянием будущего. Победитель совместно со своей коллегой Камилой Ахметовой все того же конкурса в Амстердаме среди стран Восточной Европы и Средней Азии. Дамы и господа, полярная ночь. Ну и что полярная ночь, говорим мы. В Мурманске испокон веков, 40 дней в году полярная ночь. Но вот Ане Борисовой не все равно. Проведенные нами исследования показали, что человеческий организм так и не смог приспособиться к условиям полярной ночи. Люди в Заполярье страдают от таких заболеваний, как депрессия, зависимости. Поэтому мы предлагаем осветить города Заполярья облаком полярного света. И вот теперь самое интересное. Как студентка 4-го курса из Казани собирается решить действительно важную для этих людей проблему? Чтобы передать солнечный свет с орбиты Земли прямо над облака над городом, мы предлагаем систему рефлекторов, состоящую из нескольких ступеней. Свет улавливается отражателем на высоте 200 километров над землей и передается дальше от устройства к устройству, пока не достигает дронов прямо над городом, которые распределяют поток света на несколько более мелких, позволяющих равномерно осветить облака над городом. Страстно увлекающаяся астрофизикой Аня Борисова уже получила в свой адрес пулеметную очередь отзывов и предложений. От вопросов вроде «где вы найдете такие дроны, которые будут целыми днями летать над городом без подзарядки», до предложений вроде «займитесь, наконец, архитектурой». Но вот в чем штука. Аня Борисова знает, что такое архитектура, а мы нет. Вот что это такое. Архитектура – это о человеке. И поэтому проектируется в первую очередь не материальный объект, а изменения в жизни людей. Проект, который работает во времени. То есть в нем есть допущения, которые будут работать именно с развитием технологий, с развитием науки. Я думаю, это важно для архитектора мыслить вперед. Вперед! Вот оно, ключевое слово. Вперед, а не только лишь вверх. Город, как и человек, как и любой организм, может расти себе сколько угодно внешне, но при этом нисколько не развиваясь внутренне.
Развитие – это категория, которую не измеришь количественно. Нужны усилия для понимания, стремление к качественным изменениям. Вот что роднит этих молодых людей в стенах этой лаборатории будущего. Вот чем студентка 5-го курса Настя Маслова так удивила просвещенных гуру архитектуры в Европе. Я просто думала о некоторых принципах в архитектуре, которые мы могли бы уже начинать применять, а жюри, как профессионалы, они сформулировали уже по-новому мою идею. То есть они ее трактовали как манифест для будущей архитектуры. Смелее, смелее, молодые архитекторы. Кто, если не вы? Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней. На этом у нас все. Барагазгада Ингиз Геталяклер. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю на канале ТНВ. До свидания.